На этих черно-белых снимках народ, который борется за свою независимость и право на существование. На кадрах люди, за которыми шли, созидавшие и вложившие душу и силы, чтобы их родина процветала, а самое главное, была свободной. Дмитрий Гулия, Владислав Ардзенба, Мушни Хварцкие, Зураб Пачба, Юрий Воронов, Даур Зантария и другие выдающиеся личности Абхазии смотрят с этих фотографий, словно они и сегодня среди нас. Но тут очень много людей, которые в 70-е, 80-е годы находились у истоков формирования нашего национально-освободительного движения, у истоков формирования каких-то идей, которые сегодня практически мы реализовали, а также некоторые не реализовали. И людям надо знать свою историю. Более 140 снимков собраны в стенах Сухумской крепости, одного из самых важных мест историко-культурного наследия. Фотомозаика «Абхазия» в позднесоветский период, организованная Баталом Кобахия и Лианой Кварчели, переносит нас в один из самых насыщенных и сложных периодов для нашей страны. Начали мы с середины 70-х годов. Это было очень интересное время, очень много современников наших, которые могут рассказать об этих событиях. А, к сожалению, очень многих уже нет людей. Вот мы решили показать, что происходило в Абхазии, чем жило наше общество в разных сферах, и в политике, и в археологии, и в культуре, в науке и так далее. Показать со всех сторон, что это был очень сложный период, это был и период творческого подъема, перестройка началась, свобода слова. В общем, оцифровано более 1500 фотографий. Они будут представлены позже. Это такая большая работа, которую мы продолжим. Мы будем работать с частными архивами, цифровать их, чтобы это было в фондах нашего госархива, чтобы это было навечно спрятаны. Фотографии портятся, очень тяжело было их обрабатывать, но вот то, что видите, что получилось. Как отметили организаторы, сбор снимков – очень сложная и кропотливая работа. В сборе материала помогли руководители государственных музеев. Многие фото из личных архивов общественных и политических деятелей. Мы работали с архивами и Государственного музея, и архива Музея боевой славы Гудауты, и с частными архивами, как, например, архив Владимира Попова, Ремзи Константиновича Агарба, и Кецба, и других людей. Есть фотографии из архивов Шалвы Денисовича Иналыпа, Георгия Алексеевича Дзидзария и из наших частных личных архивов. То, что нам показалось интересным, это, конечно, не полная, далеко не полная картина, это только начало. Мы надеемся, что когда вот наши граждане увидят эти фотографии, возможно, они захотят поделиться фотографиями из своих архивов. У нас будет еще онлайн-экспозиция, так что мы будем дополнять эту коллекцию. Многие работы очень известны, а какие-то выставлены впервые. Тематика снимков разнообразна: диаспора, общественно-политическая жизнь, спорт, культура, искусство и археология. Археология очень важна была в тот период. Люди изучали свою историю на античных, средневековых памятниках бронзы. Это подпитывало их понимание о том, какой они идентичности. Очень мало было правдивой истории, археология. Вот туда паломничество, к Мушне Хварцке, вся рафинированная интеллигенция, богема, ученые ходили на раскопки, копали, а вечерами размышляли о будущем нашей страны, о нашей культуре. Одна из главных целей выставки не только рассказать, но и вызвать интерес у молодого поколения к своей истории. Экспозиция в стенах Сухумской крепости продлится до 23 июля. Гугуца Вардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.